наверное, на этом сегодня все. Разные будет. Уважаемый председательствующий, уважаемые коллеги, сегодня обсуждается вопрос, который будет играть решающую роль в жизни Российской Федерации. На днях нам был дан концерт представителями народного творчества Российской Федерации. К нам обратилась народная артистка Советского Союза Людмила Зыкина с такими словами. Дорогие депутаты, сохраните Россию. Она нужна не только русским, она нужна всем россиянам, она нужна Советскому Союзу, Россия нужна всему миру. Разрешите с этой высокой трибуны заверить всех сидящих здесь, что мы националы, и я, ингуш по национальности, из члена Ингушетии, причисляем себе к России. Мы горды тем, что мы живем в Российской Федерации и со своей стороны приложим максимальные усилия, чтобы не только сохранить Российскую Федерацию, укрепить ее могущество, и чтобы она стала еще богаче, еще краше, и чтобы все народы, населяющие Российскую Федерацию, действительно чувствовали в этой стране себя равными, чтобы в этом общероссийском доме у каждого советского народа, в частности и российских народов, был свой национальный очаг в исторически признанных границах, и чтобы этот национальный очаг охранялся теми законами, которые мы с вами примем впоследствии. Мы обязаны не только сохранить Российскую Федерацию, дорогие друзья, мы обязаны сохранить Союз Советских Социалистических Республик. Если мы сегодня это не сделаем, то перестройку, которую начало наше руководство и поддержало советский народ, она будет мертва. Долг наш перед историей довести до конца перестройку, сделать эту родину не только великой военной державой, великой экономической державой. Для этого в Российской Федерации, для этого на территории Советского Союза имеются все возможности. Несмотря на ту всю историческую несправедливость, проявленной к моему чечено-ингушскому народу, как период царизма, так и период советского времени, я горжусь тем, что в настоящее время в этой республике стабильнее, чем где бы то ни было на территории Советского Союза. Что все народы, проживающие в этой маленькой республике, ходят с гордо поднятой головою, и любой из вас, который приедет туда, кому не будет сказано, где находится гостиница, где находится ресторан. Каждый чеченский дом, каждый ингушский дом является одновременно и рестораном, и гостиницей. Мы должны с этой трибуны поблагодарить тех, кто привел нас в этот зал, кто дал нам сегодня говорить свободно, не озираясь по сторонам и о возможных последствиях не думая, выступить так свободно. Чувствует себя гражданином, чувствует себя разным. Конечно, период перестройки, многое идет не так, как вам с нами хочется. Но я думаю, что эти трудности будут еще определенное время. Но, дорогие друзья, от нас с вами зависит преодолеть эти трудности своим примерным трудом и приверженностью этой перестройки. Я имею определенные задания от своих избирателей, поскольку я ингуш. Ингушский народ – один из самых объединенных народов Советского Союза. Я не могу не сказать о той просьбе, которую просил мой народ, довести до вашего сведения. Вы знаете, что у ингушей была своя автономия до 1934 года. Однако в 1934 году по произволу Сталина и его ближайшего окружения ингушский национальный флаг, символ этой нации, был спущен с его правительственных зданий. И нас, всю республику, упразднили и насильственно присоединили нас вместе с нашими братьями-чеченцами. Вы знаете, какая страшная участь постигла этот народ в 1944 году, когда чеченцы и ингуши, 70 тысяч его сынов, мужественно и храбро отстаивали эту родину, а вы понимаете, что 70 тысяч – это 10% этого населения или это тотальная мобилизация. Мы в ознаменовании Дня Красной Армии 23 февраля 1944 года буквально за 20 минут были погружены товарные вагоны и вышвырнуты в Сибирь.
За время, которое мы были в пути, за время, которое мы были в Казахстане, чеченцы и ингуши, да и другие народы, в частности, мы потеряли 425 тысяч невинных жертв. Что же происходило в это время на самой территории Чечено-Ингушетии? Для того, чтобы стереть память этого народа, разрушались надгробные памятники, разрушались древние ихние башни боевые, которым даже удивляются и сейчас видавшие виды ученые. Была поставлена цель уничтожить память об этом народе раз и навсегда. Вы знаете, в дни выселения люди расстреливались на месте, жгли их на кострах. Только в один день были сожжены 750 человек, в том числе 146 беременных женщин. Почему об этом до сих пор не говорит официальная наша пресса? Почему до сих пор советская власть не принесла извинений перед чеченским народом, перед ингушским народом, перед всеми другими репрессированными народами? В 1957 году была восстановлена частично наша республика. Однако кто давал право оставлять половину ингушской родины, колыбели ингушской нации в составе Северной Осетии? У ингушского народа это не спрашивали. Ведь было оставлено территории, в которой до выселения проживало 49% ингушей. И она остается до сих пор в составе Северной Осетии. Цель поставлена такова, чтобы раз навсегда лишить ингушей автономию, раз навсегда захватить эту территорию и аннексировать ее. С этим ингушский народ боролся, он никогда и ни при каких обстоятельствах с этим произволом не может согласиться. О чем подтвердили недавние митинги, которые прошли в городе Назрани. Можете себе представить картину митинга, в котором присутствует 110 тысяч человек, возмущенной провокационной статьей, которая появилась на страницах газеты «Правда». Из этих 110 тысяч человек, поверьте моей совести, 80 тысяч было парней, прошедших службу в советской армии, и многие в Афганистане. Нужно было видеть решимость на лицах этих людей, которым надоело уже 40 лет подряд ждать своей автономии. Неужели ингуши это не такая нация, как и все остальные? Ведь известен же вклад этого народа в Октябрьской революции и в других поворотных моментах истории российского государства. Дорогие русские, что бы мы ни говорили, ведущая роль в стране принадлежит вам, принадлежала и будет принадлежать. Тем более она принадлежит и будет принадлежать Российской Федерации. Так с высокой этой трибуны я обращаюсь к вашей мудрости, вашей справедливости. Вам же они, эти свойства, свойственны от природы, от эти черты. Я вас прошу восстановить ингушскую честь, восстановить утерянную ингушскую автономную республику, вернуть то, что принадлежит ингушам исторически, образовать ихнюю автономию в форме автономной Советской Социалистической Республики. Но тут встает один вопрос. Где же должна быть столица Ингушской ССР? Дорогие друзья, кому бы это понравилось сегодня, будь то он украинец, белорус, русский, пусть тот же немец, чех и поляк, когда его символ, национальный символ, сбрасывается с флагштока правительственного здания, Ингушская автономная республика, по мнению ингушского народа и всех народов Кавказа, за исключением, безусловно, руководителей Северной Осетии, должна быть в правобережной части города Орджоникидзе, города, который основан ингушами 3500 лет тому назад, где и была их столица до 1934 года. Я прошу вас во имя установления того суверенитета, о котором мы говорим с этой трибуны, если нет суверенитета у одной нации, то его нет целой Российской Федерации. Восстановить справедливость в отношении этого народа, дать нам возможность жить спокойной жизнью. Мы, в конце концов, мы имеем такое же самолюбие, национальную гордость. Мы хотим развиваться так же, как все остальные народы. И последнее, что бы я хотел бы сказать. Наш народ имеет привычки, и это историческая его черта, ужиться с любым народом, который проживает вместе с ним. На протяжении длительной истории этого народа сопредельные наши народы не знают случая, чтобы чеченцы и ингуши притязали на земли сопредельных народов.
За всю свою древнюю историю эта нация только оборонялась. В конце концов, долгое терпение этого народа должно быть вознаграждено в форме восстановления ее автономии, в форме автономной ССР. Я был бы нечестен и несправедлив, если бы не сказал и о других народах. Ну что значит до сих пор мы не восстанавливаем автономии месхетинцев, татар, поволжских немцев? Я, например, полагаю, что должна быть восстановлена автономия Карачаево-Черкесии. Ведь в конце концов, если мы позволим сегодня 2,5 миллионам населения германского немцев уехать в Германию, мы сделаем трагическую ошибку. Это народ не столько немцы, они наши советские, поскольку живут здесь 250 лет. И этот народ тоже надо сохранить. То есть я хочу сказать, что нет никаких непреодолимых препятствий, в соответствии с которым нельзя бы восстановить бывшие автономии, в соответствии с которым нельзя было бы дать свободу этим людям. На иной раз часто преувеличивает и без оснований трудности, возникаемые на этом пути. Советский Союз огромный, и эти народы просят только то, что им принадлежало исторически. Я уверен, что Российская Федерация наберет достаточно мужества, достаточно мудрости и терпения для того, чтобы решить вопрос с репрессированными народами. Спасибо вам.